справедливые, дощи, дик, алажи, азвож должвацер. Честный согласен. Настоящий воин, достойный офицер и при этом необычайно добрый и мягкий человек. Именно таким вспоминают ветераны Юнуса Хамхоева его дети. Уроженец селения Инерки родился в 1916 году. В 1941-м ушел на фронт. Участвовал в боевых действиях на Западной Украине, в Рогачеве, Латвии, Литве и Эстонии. Был танковым пулеметчиком. Многое довелось пережить Юнусу на войне. Горечь отступлений, смерть близких товарищей, тяжелые ранения и месяц пребывания в плену. Киеве як тапкит лятты колтяка ши ай пара санитарч кор я давга цашудяка цуки поболш велорс хабяка чо вашта худат декобатян اشتخياقي цу ну темт награда жи ларс сагамарс цинцбар ноқости тақиёқ царфудят немтиш карлясаш اشتحط وشخنب يوضع وشخنب استرجش حقوق يا بدر بيت أجا تحنيور تشقي أجا قالا دا تأخذ ديار تخيخ على تخونج على جي نخبط يحبودش تخو كفر داخل أنت أبخات سادا زي بوغرب تشي بيخكاب زي بوغرب لقي دا تردقي لخني كل سادر تخيخ تخدا دين دوجور. Юнус Хамхоев в семье рос единственным ребенком. В юности работал в местном колхозе. Осенью 1940 года получил повестку на военную службу. Несколько дней не решался сообщить об этом матери. 18-летний парень был направлен в Западную Украину. Там же, в Карпатских горах, и встретил войну. تخيل أشبيان إير أزرناني خيكش ديسون ديغت خيق در أزيان أستر تغير يوخ أبو خشخان وقونج يوقع يقعد خنيس صعب جر تيجي يش دايخش لازر خنيس صوت جاي جايز عليه لما دق بسموش كيختش قحيتر توشينان بحنسي تابخيشرات امت خمسة ورس متشعد أو خاج تكاج تن أتكاز دوت شعلوار سكور видный قونا ورد خدا. Юнус прошел с боями Украину и Прибалтику, Восточную Пруссию и Польшу. Был награжден орденом Отечественной войны, медалями за отвагу, за взятие Варшавы и за взятие Кёнигсберга. Также многими другими боевыми наградами, которые на данный момент хранятся в музее. Юнус Хамхоев был авторитетом среди своих однополчан. С трепетом и большим уважением к нему относились и в его семье. دي إيش دلدر تخان حنز بدأ بقر يوقخر حنا ضغطشل ما تيجي إيش دقر تقصو حمي إزجان وياش ما حمي أتصرخ حن تقيل أي أخا ديز المقيم بأخا يعني مو خيترسون حد شو على شي زانقول دينا شي ديانا شرط دور شرط خد حلسة وهر شي ديز لا دالدر تخوز ديك ورد كياد ور تخون بغدر يعني بركتي ور يرتا بركتي ور ناق والج ور ليرخب بولج ورد. В честь ветерана Юнуса Хамхоева названа улица. Его знает и уважает каждый житель селения Инерки. В школах хранятся портреты героя. Ашат Саутиева помнит Юнуса, еще будучи пионер-вожатой 12-й школы. Теперь Ашат занимает должность директора общеобразовательного учреждения. Однако до сих пор с теплом вспоминает то время, когда Юнус Хамхоев часто наносил визит в школу в качестве почетного гостя на мероприятиях. На уроки мужества. На другие мероприятия, которые мы проводили в школе, тогда приглашались ветераны, в том числе и Юнус Хамхоев бывал. Я его помню, он был очень таким вот веселым, даже можно сказать, человеком. На вопросы охотно отвечал, которые мы ему задавали. К сожалению, его давно уже нет среди нас, как и много других участников войны у нас в селе. Нет в живых ни одного участника войны, как это не печально. Но, несмотря на это, память об этих людях и сегодня сохраняется. Пытаемся по мере возможности увековечивать память этих людей. В 1999 году в возрасте 83 лет Юнус Хамхоев скончался из-за тяжелой болезни. Вместе со своей супругой он вырастил 4 сыновей и 4 дочерей. До старости ветеран работал в совхозе. Родственники с большой гордостью и теплом вспоминают ветерана, а День Победы для них на всю жизнь стал личным праздником семьи Хамхоевых. Малика Измайлова, Магомед Аскиев, Новости 24.